Хроника истории ингушского народа. Презентация книги по таким названиям прошла в Национальной библиотеке при поддержке Министерства культуры. Автор Якуб Патиев. Первое издание вышло в 2004 году. Это, по сути, летопись. Мероприятие приурочили к 250-летию единения Ингушетии с Россией. Тамара Хашигульгова расскажет. Несколько десятков веков под одной обложкой. Точные сведения о событиях, фактах и персонах ингушской истории с древнейших времен до современности. На презентации хроники истории ингушского народа Якуба Патиева в соавторстве с его сыном творческая и научная интеллигенция. Сегодня мы представляем вам новое издание, вышедшее в нашей республике в рамках 250-летия единения Ингушетии с Россией. Книга – полное погружение в многовековую летопись народа, отмечают собравшиеся. Хаважна Кастхоев уже успел ознакомиться с содержанием хроники. Очень ценное издание. Более того, насколько я знаю, там огромное количество фактов изложенных, оно подтверждено у него документально. Он работал в соответствующих структурах и так далее. И имел доступ к этим документам, и он это все очень строго. «Сквозь туманы 3000-летий» – это уже второе издание хроники. Первое вышло в свет в 2004 году. Тогда книга вызвала немало споров у читателей. Поэтому второе издание решено было исправить и дополнить. Якуб Султанович признается, он всегда был, что называется, голоден до истории своего народа. Поэтому и решился на работу, занявшую 3 десятилетия. Оттуда родилась какая-то всегда тяга узнать, что же такое, как жили ингуши, что делали. Я не историк в классическом смысле этого слова. Я просто исследователь, собираю факты. Еще не было, разумеется, компьютера, собирал по карточкам, записывал где-то. Потом получилось так, что родилась идея, почему все рисовать под одной обложкой. Для Семириева эта презентация первая. Как считает школьница, новые и беспристрастные исследования истории, безусловно, важны. Эта книга точно пополнит ее личную библиотеку. Эта книга вызвала у меня интерес, потому что это все-таки история нашего народа, которая крупицами была собрана. И Якуб Султанович собирал ее в течение 30 лет. И не оценить такой труд просто нельзя. Вот. И сама я очень бы хотела, конечно, почитать эту книгу. И особенно меня интересует момент осетино-ингушского конфликта. То есть моя родня, она с пригородного района, то есть эта вся история, она касается моей семьи, и именно этот момент мне был бы очень интересен. Издание книги не состоялось бы без поддержки Министерства культуры региона и нацбиблиотеки. И теперь хроника займет свое место в книжном фонде библиотеки, где подобного рода литературы пока что мало. Здесь, уверены, она найдет отклик у читателей. Каждый, кто хотя бы полчаса уделит тому, что в этой книге указано, сделано, то уже будет очень много знать. И естественно, что эта книга – это подспорье для будущих научных исследований по истории нашего народа. На этой книге автор не собирается останавливаться. Якуб Султанович продолжит исследовательскую работу в этом направлении. Страниц неизвестно много, но я продолжать собираюсь. Я более того собираюсь этот труд, может, если получится у меня по многим параметрам сделать иллюстрированные истории ингушского народа, хронику. Такие уже издания есть в нашей стране, в мировом значении и в российском формате есть. Поэтому, если получится, то это будет иллюстрированная вещь с фактами, то есть картинами, фотографиями, персоналей. Белых пятен в истории ингушского народа с этой книгой должно стать куда меньше. Тираж хроники небольшой, но ознакомиться с содержанием книги каждый желающий сможет в стенах Национальной библиотеки. Тамара Хашигульгова, Магомед Белакиев, Новости 24.